В Мирнинском районе жизнь кипит и поводов для радости немало. На днях в районе открылся уютный семейный многофункциональный центр. Строительство многофункционального культурного центра в селе Тасюрях идет полным ходом. В роддоме завершается долгожданный ремонт. Начал работу современный центр беспилотных летательных аппаратов. А парк алмазной столицы теперь украшен оригинальным арт-объектом Уйгу-Кут. Эти и другие подробности узнаете в нашем репортаже. Семейный многофункциональный центр открыл двери в городе Мирный. Это 6-е подобное учреждение в республике, которое станет важным звеном в оказании помощи населению. Центр организует деятельность в формате единого окна, обеспечивая удобство получения необходимых услуг. Деятельность многофункционального центра направлена на координацию усилий всех социальных учреждений региона, что позволит качественно удовлетворять потребности семей в социальных услугах. Среди приоритетных направлений работы поддержка молодых семей, семей с детьми, семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также семей, участников специальной военной операции. Предоставляемые услуги охватывают широкий спектр потребностей от комплексной социальной помощи до сопровождения семьи в кризисных ситуациях. Открытие семейного многофункционального центра направлено на повышение качества жизни населения Мирнинского района и их улучшение социального обслуживания. На базе реабилитационного центра Харускал мы сегодня открываем семейный многофункциональный центр. Это по поручению главы уже 6-е открытие у нас по республике получается. И до 30 года всего по республике 10 семейных многофункциональных центров мы должны открыть. Как вы знаете, район Мирный – это более 70 тысяч населения людей, и многодетных здесь очень много. Но вообще в реабилитационном центре сейчас 49 штатных единиц. Из них 8 человек будут работать именно в семейном многофункциональном центре. Кроме этого, будет задействована работа межведа. Это Государственный комитет занятости, Социальный фонд России, также с Министерством здравоохранения, и многие другие организации, которые заинтересованы оказать первую оперативную помощь для населения. В селе Тасюрях Мирнинского района активно ведется строительство многофункционального культурного центра, который станет важным культурным и социальным объектом для местных жителей. Этот центр будет предназначен для проведения различных мероприятий, таких как концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные события. Проект строительства многофункционального культурного центра включает в себя современные залы для занятий, библиотеку, а также пространство для досуга и общения. Ожидается, что культурный центр станет местом притяжения для всех возрастных групп, способствуя развитию культурной жизни села и укреплению общественных связей. Было начато финансирование благодаря подписанному соглашению правительства Республики Саха-Якутия и компании «Роснефть» и компания «Тасюряхнефтеказодобыча» через целевой фонд будущих поколений. Строительство объекта было начато в марте текущего года. Сегодня здесь успешно преодолены этапы подготовительных работ, и культурный центр перешел на стадию нулевого цикла. Это означает, что завершены земляные работы, заложен фундамент и началась подготовка к возведению основных конструкций. Трудностей больших нету пока. Все по плану идет, материалы все хватает. Сейчас на стадии цокольного перекрытия. И потом уже через несколько, грубо говоря, через неделю начнется сборка металлоконструкций. Строительство центра – это не только шаг к улучшению инфраструктуры, но и возможность для жителей Тасюрях развивать свои таланты, участвовать в культурных инициативах и получать доступ к разнообразным образовательным программам. Открытие многофункционального культурного центра запланировано на август 2026 года, и местные жители с нетерпением ждут этого события.
Совсем скоро в Мирнинской районной больнице завершится капитальный ремонт родильного отделения, который стал частью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В течение 2 лет строители выполнили комплексный ремонт, который включал в себя замену кровли, утепление окон и внутреннюю отделку помещений. В этом году завершается облицовка фасада здания, что придаст ему современный и привлекательный вид. Применены современные строительные материалы по утеплению здания. То есть это не просто вот красивая картинка снаружи, но и дополнительное утепление. Также выполнены работы по откосам окон. И также будет проведена герметизация между крышей и стенами, чтобы там не было зазоров, не было подтекания дождевых вод. И, конечно, нам бы хотелось дооформить входную группу. Одним из ярких элементов обновленного отделения стали витражные окна, которые украсили выпускную зону. Эти красивые окна стали возможны благодаря финансовой поддержке администрации района и стараниям компании Design Pro, которая осуществила проектирование и установку. Думали долго по технологии, какой будем изготавливать. Первый вариант был купить витражную пленку, но он очень трудоемкий и дорогой получается процесс. Далее мы взяли и попробовали напечатать на прозрачной пленке. Сделали несколько пробных тестовых вариантов и остановились на вот этой технологии. С расширением возможностей родильного отделения теперь здесь не только принимают роды, но и оказывает широкий спектр гинекологической помощи, что способствует сохранению репродуктивного здоровья женщин. Это важный шаг к улучшению медицинских услуг в регионе и созданию комфортных условий для пациентов. Высококвалифицированные врачи Якутска проводят серию успешных операций в Мирнинском районе. Бригада опытных офтальмологов Якутской республиканской офтальмологической больницы начали интенсивную работу в районе. За неделю специалисты выполнят около 100 операций по удалению катаракты, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и современные методики лечения. Операция по удалению катаракты в алмазной столице стала возможна благодаря тесному взаимодействию Якутской республиканской офтальмологической больницы с местной районной больницей, которая позволяет врачам регулярно посещать район 2 раза в год. Коллектив врачей полон решимости продолжать свое благородное дело, обеспечивая доступность качественной медицинской помощи жителям Мирнинского района. Из 90 человек отобранных мы планируем 100 операций на катаракту. Пациенты у нас разного возраста. Самый молодой – это 43 года, самому пожилому – это 87 лет. Пожилые люди не могут выехать в город Якутск или куда-нибудь дальше, в другой город, да, они не могут выехать, поэтому им очень удобно, чтобы мы приехали сюда, оперировали на месте. Жительница города Любовь Нестерова вновь обратилась в медицинское учреждение для прохождения второй операции по удалению катаракты. Первая операция была проведена еще в марте этого года. Сегодня пациентка снова доверилась опытным специалистам, чтобы вернуть зрение своему второму глазу. Совсем скоро Любовь сможет наслаждаться четким зрением обеими глазами и вернуться к полноценной жизни без ограничений. Хорошо прошла, делала. Нормально чувствовала, полежала и ушла домой. Все прекрасно было. Лечусь, капли капаю. Хорошо, что на месте все это делают, оперируют нас. Всем благодарны, все нас обслуживают хорошо. Выездные операции подчеркивают важность регулярного медицинского контроля и своевременного обращения за специализированной помощью. Благодаря таким операциям жители района получают шанс восстановить качество своей жизни, сохраняя способность видеть мир вокруг яснее и ярче. В Мирном открылся центр беспилотных летательных аппаратов «Взлетаем к новым знаниям». В эти дни состоялось долгожданное открытие центра беспилотных летательных аппаратов, который обещает стать настоящей площадкой для обучения и развития как детей, так и взрослых.
Центр беспилотных летательных аппаратов уже собрал первую группу из 30 юных пилотов, начиная с 5 класса. Эти ребята с горящими глазами и неуемным желанием учиться погружаются в увлекательный мир БПЛА. На занятиях они изучают основы управления беспилотниками, знакомятся с их устройством и применением в различных сферах. У нас было много теорий и практики. Практика производится на программах лифтов и ДКЛ. Это симуляторы гонок дронов. Центр станет не только образовательной площадкой, но и местом, где будут рождаться новые идеи и проекты. БПЛА – это будущее, поэтому ребята рады стать частью этого захватывающего мира. Я жду, когда мы начнем летать уже на открытой местности или территории. Ну или хотя бы в большом помещении. Центр также откроет свои двери для взрослых, желающих освоить новые навыки. В ближайшее время планируется набор групп из различных организаций города, где участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для работы с беспилотными летательными аппаратами. На сегодняшний день идут договоренности с Центром опережающей профессиональной подготовки кадров Республики Саха-Якутия для того, чтобы по линии национального проекта кадра мы смогли стать образовательным партнером и, соответственно, вручить удостоверение государственного образца от имени Центра подготовки кадров. Открытие такого центра – это стратегический шаг к подготовке кадров для цифровой экономики Якутии. Здесь будут создавать точку притяжения для талантливых и технически одаренных детей, а также строить надежный мост между образованием и реальным сектором, где специалисты по БПЛА уже сегодня крайне востребованы. Уйгу-кут или состояние изобилия. Именно так называется новый арт-объект, который появился на территории городского парка в Мирном. Инсталляция выполнена в форме традиционных элементов якутской национальной утвари и посуды, включая чорон, туесок, кытье с кюрчахом и оладьями. Эти символы богатства и гостеприимства якутского народа гармонично вписались в дизайн парковой зоны, подчеркивая культурное наследие региона. Это все было решено на уровне администрации города и выбрано вот это символическое место, которое называют в народе красные коровы. То есть вот эти вот якутские коровы, они как бы тоже олицетворение якутского народа, его изобильности, его хлебосольности, его трудолюбия. Поскольку мы знаем, каким трудом достигается все это благополучие и изобилие. С первых же минут своего открытия Уйгу-кут превратился в прекрасную фотозону и декорацию для селфи. А приятным бонусом для горожан, пришедших на церемонию его открытия, стало угощение кумысом и якутскими оладьями, а также яркое выступление воспитанников детской группы «Мечарь» из детского сада «Медвежонок». Очень даже прекрасно, прям все так хорошо. Особенно детки как раз выступали, вообще прелестница. Очень преображается по всем категориям. И в особенности, и участие во всяких этих, вот для ветеранов, там созданы спортивные эти самые, и цигун там, и все прочее, прочее. Очень хорошо, очень. Было бы желание найти, всем можно где-то что-то чем-то заняться. Арт-объект подчеркивает важность сохранения культурных традиций и привлечения внимания к уникальному наследию республики. Посещение парка теперь станет не только приятным отдыхом, но и увлекательным путешествием в мир традиционной культуры и искусства.